В Зимнем саду администрации главы Ингушетии прошла встреча Юнусбека Евкурова со спортсменами, ставшей уже доброй традицией. В этот раз руководитель субъекта принял у себя парашютистов, представителей силового троеборья, которые стали победителями Кубка мира по пауэрлифтингу. Глава Ингушетии подчеркнул, что всегда следит за выступлением ингушских спортсменов и искренне радуется их победам. Отдельное восхищение вызывали ветераны спорта Савырбек Индиев и Хамзат Катиев. Юнусбек Евкуров поблагодарил их за многолетнюю преданность любимому делу, добавив, что они являются собой пример для молодежи. Далее глава рассказал о планах на ближайшую перспективу. Речь, в частности, шла о подготовке к открытию ряда крупных спортивных объектов в Назране и Магасе. Завершилась встреча на приятной ноте. Глава Ингушетии наградил грамотами ребят, которые успешно выступали на крупных соревнованиях в этом году. Среди отличившихся были и участники фестиваля культуры и спорта народов Северного Кавказа. Если брать уже такие соревнования, как мы их называем, всероссийские, в том числе в Дагестане, то наша команда взяла призовые места. Это показательно. Это хорошо. И что команда состоялась тоже. Эти ребята, девчата наши все занимаются. И еще раз показывает пример того, что есть разные виды спорта. И можно разными видами спорта заниматься. Надо, конечно, это дело продолжать. Надо выходить из того состояния, когда нам говорят только, что мы только можем силовые виды спорта освоить. То есть остальное нам не под силу. Наоборот, надо показывать, доказывать, что мы в состоянии быть и хорошими альпинистами, так как мы в горах растем и выросли в горах. И дети могут в состоянии сегодня эту профессию спортивную освоить. И быть хорошими парашютистами, и хоккеистами, наши детские команды в том числе, сейчас юношеские они занимаются, играют, и уже кубки берут всероссийские в том числе, и легкоатлеты, ну и другие. Особенно, как я говорю, конечно, олимпийские виды спорта тоже надо работать. Силовое многоборье, да, взяли там призовое первое место, и благодаря нашим же ребятам и наша команда общая тоже сборная страны, да, или вышли на хороший результат. Ну и, конечно, без тренеров, без подготовки и сам Катиев, ты же у нас тренер, да, для команды всей. Они бы, конечно, и Дашлакиев, и наш ветеран, Индиев, Саварбек и другие, конечно, не выиграли бы. Поэтому как управлять, как направлять ребят. И когда и молодые выигрывают, и ветераны становятся первыми, это показатель того, что хорошая династия, но и наши ветераны спорта тоже в теме, и они продолжают заниматься спортом, выигрывать и давать, самый главный пример нашим молодым спортсменам, что все можно.